Аудиокресла, электронные книги. И все это с чашечкой кофе с прекрасным видом на реку. В столице республики, в быстро развивающемся 203-м микрорайоне, открылась первая на Дальнем Востоке смарт-библиотека. Давайте же зайдем и познакомимся с работой библиотеки поближе. Привет. Привет. Наконец-то мы с тобой встретились. Да, наконец-то вы дошли до смарт-библиотеки. Давай посетим залы, посмотрим, какие мастер-классы и курсы проводятся. Да, как раз и купила кофе. Кстати, все наши читатели могут взять чашечку кофе, ну и пойти уже в читальные залы, почитать или посетить какой-то мастер-класс. Где я могу зарегистрироваться в качестве читателя? Пойдемте во взрослый абонемент. Оформить свой читательский билет можно у Аси. Ася, здравствуйте, я хочу стать читателем вашей библиотеки. Что мне следует сделать? Вам нужно заполнить всего лишь нашу анкету, карточку, и паспортные данные ваши. Вот я заполнила, Ася. Хорошо. Вот получаете ваш билет читательский. Читательский билет под номером 204. И сейчас я пройдусь между рядами и выберу пару книг. Ася, я хочу одолжить эти 2 книги. На какой срок я могу одолжить? Мы одалживаем на срок 2 недели и максимум 2 книги. Если не успеете дочитать книгу, можете потом продлить срок. На EasyBook ложим наши книги, сверху ваш читательский билет и все. После регистрации мы уже можем подробнее ознакомиться с работой библиотеки нового поколения. Что же означает аббревиатура SMART 2.0.3? Smart 2.0.3. 2.0 – это новое поколение, а 3 – это 3 возраста. То есть у нас библиотека для детей, для подростков и для взрослых. И как раз-таки у нас вот зал 0+, и 6+. Добро пожаловать в детский отдел. Как вы видите, у нас очень много разнообразной и интересной детской литературы, начиная от истории, заканчивая различными опытами, которые можно проводить у себя дома. Давайте я еще познакомлю вас со звездой нашей библиотеки. Это чудо аудиокреслом. Так, вы подключаетесь с помощью разъемника к своему телефону. И, пожалуйста, вас не слышат окружающие. Спасибо стеклам и динамикам, которые направлены специально только на читателя. Арфит технологии. Все книжки у нас, да, помеченные вот специальными чипами. С помощью этих чипов мы запросто можем одолжить книжку, то есть без участия библиотекаря. Мы не заполняем уже, как в старые времена, формуляры, не подписываемся. Мы просто подходим к библиотекарю, показываем свой читательский билет книжки. Библиотекарь берет, ставит на этот аппарат, также читательский билет, и просто все. Книжка автоматически записывается на ваше имя и на ваш билет. Все. А если мы хотим вернуть книжку без участия библиотекаря, то мы подходим к этому нашему аппарату, вставляем читательский билет вот сюда, как в банкомате. А если у нас не окажется билета на руках, просто нажимаем «Возврат без читательского билета». Вот, аппарат открывается. Все. Роза, ты сказала, что есть различные курсы, мастер-классы. Что это за курсы? В стенах нашей библиотеки можно обучиться английскому языку. Есть у нас курсы для детей, для взрослых. Публичное выступление тоже у нас есть для детей и для взрослых. Кружки по игре на хомусе, ансамблевое музицирование. Есть у нас такие курсы. Встречи с интересными людьми нашего города у нас тоже будут проходить раз в месяц, 2 раза в месяц. У нас проходят дни открытых дверей, когда каждый курс, каждый центр проводит такие свои показательные мастер-классы, занятия, после которых дети могут записаться, ну и взрослые тоже могут записаться на разные курсы. Так работает смарт-библиотека. Библиотека будущего, объединившая в себе образование, творчество и инновации. Наша экскурсия подходит к концу, все показала, и надеюсь, что вам понравилось, и вы придете и будете нашим постоянным гостем. Спасибо большое, Розалия, нам все очень понравилось. А для себя я поняла одно. Я еще, помимо того, что буду посещать библиотеку, я буду ходить на курсы английского.